Необычный рассвет, да? Сегодня. Камера сейчас сядет, давайте быстренько покажу, как здесь красиво вокруг. Здесь такие вот, ну, место такое, вроде вот небольшой, такой кусочек. Так интересно. Здесь можно посидеть, спрятавшись от ветра. Море такое лазурное прям. Поспал хорошо, конечно. Уже начал собираться. Но я не ожидал. Хоть и было прохладненько, воздух прям был такой холодный, но было тепло. Прям вот телу было даже жарковато. Место бега у меня тут своя физкультура. Я, в принципе, побегал с утра. Надо сверху поснимать батарею. Но для этого надо забраться повыше. Ветер слишком сильный. Квадрокоптер летать у меня не захочет сейчас. Но я не хочу рисковать при таком ветре. Поэтому взлетаем вместо него. А тут ерунда, в принципе. Фух. Ну, материал отснял. Не знаю, пусть будет. Получится мне сделать какую-то интересную историю про батарею, про героев, павших здесь. Было бы здорово. Вот. А так время уже без 15:03. Скоро уже опять вечереть начнет. А мне еще надо в город поехать. Пару дел у меня там есть. Но одно из них я хочу видео выложить все-таки нормально через Wi-Fi. Тут не получается никак с мобильной связью. Оно весит прилично. Погода опять портится. Вроде солнце было. Сейчас снова ветер, тучи. Ночью, кстати, хотел сказать, вроде забыл. Отлично вообще поспал. А говорил. Ну что, какие дела? В общем, я вернулся в Севастополь, мне нужно было на ключах батарейку поменять. Она садилась уже очень сильно. Я что-то побоялся где-то там в лесу застрять, что она сядет.
на замке. Потом видео я все-таки понял, что я не смогу его так в полевых условиях выкладывать, ну, по крайней мере, с тем интернетом, который в Крыму есть, он очень слабый, а видео там 6 гигабайт весит примерно, 5-6. Вот с планшета оно в таком качестве, там, если меньше делать, совсем качество не очень получается. В общем, мне пришлось потом за Wi-Fi загружать это тоже на, там, я даже успел нижнее белье постирать и высушить, погладить утюгом. То есть там часа 2 ушло, чтобы загрузить, выложить, чтобы там оно, в общем, все пришло в порядок. И вот в итоге сейчас время 8 часов, 9 час вечера. Но я не хочу в городе оставаться. Вспомнил про одно место, там на горе есть заезд. Я там как-то жег костер, и ко мне сестра приезжала, забирала меня оттуда. Вот когда машина сломалась, я в Инстаграме выкладывал там в сторисах. Там такая, ну, прикольная гора, там можно заехать, там красиво. И вот я сейчас постараюсь ночью найти туда дорогу, потому что я знаю только, как заезжать. И там куча разных дорог, туда-сюда, туда-сюда. И надо бы правильно мне там вырулить, по памяти вспомнить. Это рядом с Танковым. Час езды. Так, ну вот, до грунтовки доехал. Сейчас я вот по ней буду в гору подниматься. Очень красивое место. Я там был, когда вот у меня кардан отвалился. Я туда пешком забрался, и там вот есть дорога. И сестра меня забрала, кто помнит. Вот я что-то про это место вспомнил. Я помню, что оно мне очень понравилось. Что я прям, о, здесь даже... А, вроде нормально. Та-дам! Добро пожаловать на эту замечательную полянку. Такой лесочек вокруг. О, мои дрова даже остались. Сегодня я вам хочу рассказать про очень вкусный, полезный и простой и быстрый завтрак, ну, который надо приготовить с вечера. То есть мы берем порцию гречи, хотя бывает даже там пару столовых ложек достаточно. И заливаем ее кефиром. К утру греча впитает в себя весь кефир. И это будет гречневая каша кефирная, которая при этом сохраняет все свои полезные свойства. И еще и, говорят, метелка для кишечника, то есть она чистит кишечник, вот слышал такое. Ну, я сейчас буду ложиться спать, потому что темно, и ничего, тут ветер сильный на улице, и дождик покапывает. Хотел погулять, походить. Ну, всегда, когда приходишь в какое-то новое место, ты им пытаешься насладиться. Даже не новое, а вообще вот так вот. Я сейчас отошел специально без фонариков, в темноте встал так. Там луна сквозь облака пробивается. Ну, тучи такие, звезды проглядываются. Здорово вообще, прикольно. Ну, конечно, лучше все это вам показать днем. Так что устраиваемся поудобней. Место я почти освободил. Сейчас постель готовлю. И спать. Ну все, очередной спокойной ночи. До завтра.